Депутатский запрос адресован премьер-министру Республики Казахстан Смаилову. Все мы помним, с каким ликованием в мае 2022 года был воспринят указ президента о создании 3 новых областей. Главой государства даны четкие поручения правительству и руководству регионов по дальнейшему социально-экономическому развитию новых областей. Мои встречи с населением в области Улутау в составе группы депутатов Мажилиса парламента показали, что не все поручения на местах нашли должного внимания. Спустя 1,5 года, к большому сожалению, первоначальная эйфория и радость населения сменились на недовольство, а долгое ожидание результатов привело к недоверию и раздражению жителей. И это абсолютно понятно, ведь жители региона радовались, что, наконец, незаслуженно забытый всеми заброшенный регион зацветет и вновь станет развиваться. Главное ожидание было связано с окончанием строительства дорог, строительством новых современных объектов социальной инфраструктуры, больниц, школ, театра, вузов и, конечно же, нового жилья и газификации региона. К большому сожалению, должного сдвига не наблюдается. К примеру, первое. Строительство дороги Жезказган-Кызылорда, иначе как бег на месте не назвать. Улутау, который географически находится в центре Казахстана, продолжает оставаться тупиковым регионом. Тому причиной стало затягивание сроков разработки ПСД. Второе. По причине удорожания проектов и недостаточности выделенных бюджетных средств задерживается реализация ряда проектов, в том числе реконструкция внутригородских водопроводных сетей, хозяйственно питьевых очистных сооружений, модернизация тепловых сетей. Третье. Ограниченность средств в местном бюджете и отсутствие бюджетных заявок на реализацию новых инициатив также оттягивает сроки начала работ по самым важным проектам. Большая часть ПСД вышла с экспертизы после завершения процесса формирования республиканского бюджета. А это значит снова ожидание нового бюджетного периода. Население области поднимают ряд важных жизненных вопросов, как, например, отсутствие ветеринарной лаборатории. Пробы на наличие заболеваний животных отправляются за 500 километров в Караганду или еще дальше в Астану. Кроме того, создание области привело к снижению коэффициента плотности на 40%, что в свою очередь отразилось на снижении финансирования медицинских организаций областного центра. А это прямо сказалось на доступности качественной медицинской помощи. Уважаемые коллеги, можно долго искать правых и виноватых, но главное не обмануть надежды людей, их ожидания. Гражданам сложно и не нужно понимать процедурные проволочки. Для них есть обещание президента и его поручение поднять регион, улучшить благосостояние граждан региона. И здесь мы все должны помогать. Уважаемый Алихан Асханович, время идет, месяц меняется месяцем, а проблемы региона накапливаются снежным комом. Учитывая это, прошу вас лично взять на контроль перечисленные проблемы региона. При этом необходимо: первое. Поручить Министерству транспорта начать реализацию проекта автодороги Кызылорда-Жезказган. Второе. Поручить Министерству финансов рассмотреть вопросы выделения средств, в том числе из резерва правительства, на завершение начатых и реализацию новых проектов. Третье. Поручить Министерству здравоохранения пересмотреть в сторону увеличения коэффициента плотности для города Жезказган. Четвертое. Поручить Министерству сельского хозяйства провести соответствующие мероприятия по открытию в области ветеринарной лаборатории. Пятое. Аппарату правительства провести текущий анализ реализации комплексного плана социально-экономического развития области Улутау на 2022-2026 годы. В целом, считаю, что всем нам нужно объединить усилия для исполнения поставленных главой государства задач. Хурметпен депутаты фракции АУЛ, а также депутаты фракции Аманат, депутаты Алтай Сатыбалдин. Рахмет.